Привет всем, добро пожаловать на Detown TV, еженедельное видеошоу для всех владельцев зеркальных фотокамер. Меня зовут Скотт Келби, а я Мэтт Класковский. Сегодня гостем нашей программы будет Скотт Борн, с которым мы поговорим о съемке видео. Но сначала ты, кажется, хотел поделиться каким-то советом. Именно. Совет этот предназначен для новичков. Этот вопрос, который начинающие фотографы задают мне без конца. Первое, что они замечают о своей новой камере, это что применение вспышки определенно как-то влияет на снимки. И сообразив, что получается что-то не то, они попросту отключают встроенную вспышку. Зачем мне это вообще надо, думают они, и перестают ею пользоваться. Вот только потом они начинают фотографировать помещение, и на экранчике сзади корпуса снимки выглядят вполне ничем. Но потом, когда они переносят их на компьютер, становится видно, до чего же все получилось размыто. Проблема отчасти связана с тем, что на этом маленьком экранчике практически любой снимок выглядит замечательно. Чтобы фото выглядело размытым даже на экране, нужно очень сильно постараться. Вот так нещадно двигать камерой из сторону в сторону. Итак, мы смотрим на экранчик, и нам кажется, что снимок получился хороший, но на самом деле это не так. Существует несколько приемов, которые позволят получить более четкие изображения даже при съемке в помещении и без вспышки. Во-первых, обратите внимание на то, как вы держите камеру. При съемке с рук очень важно делать это правильно, локти прочно прижмите к бокам, чтобы ваша поза была более устойчивой. Левой рукой мы придерживаем объектив снизу и теперь стараемся сфокусироваться на нашем объекте. Причем так, чтобы камера при этом оставалась по возможности неподвижной. Нажимать на кнопку нужно предельно аккуратно, плавно, не торопясь. По сути, вы просто так спокойно перекатить пальчик. Во-вторых, конечно, важно понимать, что резкость снимков отчасти зависит от того, насколько неподвижно вы держите камеру, но все-таки не это играет решающую роль. Более важна другая проблема — слишком длинная выдержка. Если во время съемки вы увидите, что выдержка у вас длиннее 1,6 секунды, это значение отображается в левой части контрольного дисплея. Так вот, если вы видите, что выдержка у вас составляет 1/40, 1/20, 1/10 секунды, считайте это 100% гарантия того, что снимок получится бракованным, абсолютно смазанным или просто размытым. Как с этим бороться? Первое, что можно сделать, это использовать как можно более высокое значение светосилы, то есть максимально большую диафрагму или предельно малое диафрагменное число f-stop. Скажем, если до этого вы снимали с диафрагмой f8, переключитесь на f5.6, а если есть возможность, то и на f4. Можете перейти на f2.8, еще лучше. Использование более широкого отверстия позволит вам уменьшить выдержку при съемке и таким образом более эффективно заморозить движение. Итак, вы задаете предельно малое диафрагменное число, какое только возможно на вашем объективе. В моем случае это вроде бы f5.6. Сейчас посмотрим. Допустим, мы улучшили светосилу до значения f4. Если мы видим, что и после этого выдержка остается недостаточно короткой, больше 1/60 секунды, необходимо увеличить чувствительность матрицы ISO. Чем больше вы повышаете ISO, скажем, со 100 до 200 единиц, с 200 до 400, 400 до 800, тем короче становится выдержка и тем лучше камера замораживает движение. Итак, уменьшение выдержки за счет большой силы и большой светочувствительности — вот два основных приема. Профессиональные фотографы, конечно, могут снимать с рук даже при выдержке в 1/10 секунды или даже в целую секунду, но для большинства простых фотолюбителей 1/60 секунды — это порог, за который заходить не следует. Итак, это были советы для начинающих фотографов о том, как получить резкие снимки при съемке в помещении без использования вспышки. А теперь небольшое объявление. Очень скоро нас ждет такое крупное событие, как Photoshop World. Это грандиозная ярмарка и обучающая конференция, посвященная цифровой фотографии и продуктам семейства Photoshop. Например, параллельно с основной программой целый день будет идти специализированный обучающий курс по Lightroom. Конференция пройдет в городе Орландо, штат Флорида, с 24 по 26 марта. До 27 февраля действует специальная льготная цена на билеты в рамках акции раннего бронирования. Вы получаете скидку $100. Lightroom, Photoshop Master, надеюсь, вы останетесь довольны программой. Так, приглашаем вас в Орландо. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте photoshopworld.com. А сегодня к нам в студию заглянул Скотт Борн. Он известен как автор подкаста на сайте photofocus.com. Мы рады, что он побывал у нас на программе. Скотт подготовил несколько советов по съемке видео на цифровую зеркалку. Привет, сегодня у нас в гостях Скотт Борн, создатель сайта photofocus.com. Добро пожаловать, Скотт. Привет, Мэтт, спасибо вам, что пригласили. Всегда, пожалуйста, сегодня у нас очень интересная тема разговора. Всем известно, что съемка видео на цифровые зеркальные фотокамеры в последнее время набирает популярность, и ты, как я знаю, активно работаешь в этой сфере, создавая настоящие шедевры. В этом тебе помогает классное оборудование. Не мог бы ты объяснить нам устройство этой хитрой конструкции, подробнее сказать, что к чему? Да, знаешь, съемка видео — это как вирус, стоит только его подцепить и уже не отделаться. После того, как я 30 лет снимал только статику, я теперь получаю огромное удовольствие от съемки видео. Я, конечно, еще далеко не такой специалист, каким мне хотелось бы стать, хотя я и посещал курсы по киносъемке, но я довольно быстро сообразил, какими техническими средствами имеет смысл обзавестись, чтобы сделать процесс более комфортным. Вот здесь у меня комплект обвеса RIG-система от компании Red Rock Micro. В данном случае мы имеем дело с обвесом, предназначенным для портативных репортажных камер, используемых в видеожурналистике. Очень удобная штука, его можно держать за ручки, а можно на плечо пристроить. В общем, такая система стабилизации дает возможность работать с камерой значительно более прицельно и тщательно.
Думаю, это очень важный момент, который должен освоить каждый, кто намерен серьезно заниматься видеосъемкой на зеркалку. Нужно понимать, что обычная видеосъемка с рук, конечно, позволяет получить неплохие результаты, но если вы хотите, чтобы ваши видео не уступали образцам, публикуемым на сайтах, чтобы это было действительно достойно качества, тогда стоит подумать о таком вот агрегате. Как известно, при съемке обычной фотографии мы используем штатив, это позволяет нам зафиксировать камеру, видео. Другое дело, здесь от камеры требуется движение. Если внимательно присмотреться, вы увидите, что и в ваших любимых телепередачах и фильмах камера непрерывно движется. Разумеется, большинство из нас при обычной внестудийной съемке не имеет возможности использовать операторскую тележку или большой операторский кран. Наиболее приемлемая альтернатива в этих условиях — такой вот обвес. Кладете опору себе на плечо, без проблем ведете камеру. Получается очень устойчивая конструкция. Назову теперь компоненты, из которых состоит эта система. Итак, в комплект входит устройство плавного управления фокусом, так называемый follow фокус, две ручки и направляющие рельсы. Сегодня речь у нас пойдет в основном об этой части системы. Ну еще тут сзади у нас есть дополнительный видоискатель, но о нем мы поговорим в следующем выпуске программы. Да еще плечевой упор для большой устойчивости. Все эти приспособления призваны служить дополнительными точками опоры и обеспечивать устойчивость камеры при съемке. В зависимости от предпочтений каждого конкретного оператора будет меняться длина плечевого упора, высота камеры. Иногда на настройку влияет и то, какой объектив вы используете, но если говорить по существу, то в этом базовом комплекте уже есть все, что нужно. Конкретно такая вот конфигурация, разумеется, не считая, собственно, камеры Mark 4 и объектива 85 мм, f1.2 обойдется вам в районе $2500. Это я имею в виду общую сумму за все компоненты от компании RedRock и от Zacuto. Хорошо, об этих аксессуарах мы еще поговорим в следующем выпуске. Теперь вот такой вопрос. Где можно приобрести продукцию Red Micro? Адрес их сайта redrotmicro.com. Там предлагается масса подобных комплектов, причем можно найти варианты, которые стоят значительно дешевле. В конце концов, можно ограничиться самым простым базовым набором. Отлично, скажи теперь, а где наши зрители могут подробнее узнать о том, кто такой Скотт Борн? Ну, заходите на сайт photofocus.com или следите за моими сообщениями в Твиттере, twitter.com/scottborn, и там я регулярно пишу на тему фотографии. Ну что ж, спасибо, что принял участие в нашей программе, ждем тебя в гости в ближайшем будущем. Жду не дождусь, спасибо, что зашел. Hi, my name is Rich Harrington, and I'd like to invite you to check out Creating Video with Digital SLR Cameras at Photoshop World. Now, the cool thing about this class is it's all hands-on. We're going to divide into small production teams, and we have a real-world project to work on. You're going to learn about essential pre-production, like storyboarding your shots and figuring out the angles that you need for coverage. And then we'll move out into the field and learn the unique requirements for lighting and audio. Once we got all that footage gathered up, we're going to come back to the classroom and edit it all together. It's Creating Video with Digital SLR Cameras as part of Photoshop World. Sign up today. We only have 40 spots. So visit photoshopworld.com, click on that pre-conference button, and get registered. А теперь слово Мэтту, который подготовил для нас несколько советов по съемке зимних сюжетов. Вы узнаете, как фотографировать на улице зимой, когда много снега, какой режим экспозамера выставлять на камере и как потом обрабатывать снимки на компьютере. Конечно, здесь во Флориде снег — это большая редкость, но если вы живете в более северных краях, у вас наверняка с этим все в порядке. Нам регулярно приходит множество вопросов о том, как правильно снимать снежные пейзажи. На рождественских каникулах мы с семьей как раз ездили в Питтсбург, дети там катались на санках, а я фотографировал. Первый совет касается настроек непосредственно внутри камеры, а второй относится уже к этапу постобработки. Итак, совет первый. По умолчанию на вашей камере, скорее всего, установлен режим матричного замера экспозиции. Точнее так, на никоновских камерах этот режим называется матричным, на камерах фирмы Canon — оценочным. В этом режиме камеры производят замеры практически по всему полю кадра. В данном случае кадр у нас изобилие снега очень яркий, и на основе этого подбирает экспозицию. Так вот, на моей камере сначала тоже был установлен матричный замер, и что же это дало в итоге? Снег серый, лица людей темные. Ничего странного, если подумать, ведь фотоаппарат на фоне ослепительно яркого снега устанавливал экспозицию слишком низкой. Поэтому прежде всего нужно переключиться в точечный режим замера. На камерах Nikon для этого есть специальный переключатель на задней панели. Как видите, по умолчанию на моей камере установлен матричный режим замера. Этот режим обозначен таким вот значком, точка по центру и заштрихованная область вокруг. Чтобы сменить режим, переводим переключатель вот сюда, где изображена одиночная точка. Это и есть точечный режим. На камерах Canon процедура несколько иная. В верхней части фотоаппарата, в данном случае это у меня Canon 50D, есть специальная кнопка выбора режима экспозамера, та же, что используется при установке баланса белого. Нажимаем эту кнопку, затем начинаем вращать верхний диск управления и выбираем нужный нам режим.
Переключаемся с матричного или оценочного режима в точечный. Здесь он также представлен в виде пустой области с точкой по центру. А теперь покажу вам на экране примеры снимков. Как видите, это простая смена режима, использование замера по точке фокусировки, то есть наведение этой зоны непосредственно на лицо ребенка, позволяет получить гораздо более правильную экспозицию. Еще одним важным моментом при съемке на фоне снега является поправка экспозиции. Имеет смысл поднять экспозицию, при этом величина экспокоррекции должна быть где-то в пределах от 1/6 ступени до целой ступени. Такая поправка позволит еще больше увеличить яркость сцены. Иногда яркость может увеличиться настолько, что снимок окажется переэкспонирован. Вы видите на снегу мигающие засвеченные участки. И тут самое время перейти к нашему второму совету, а именно к постобработке. Даже если какие-то области снимка вышли засвеченными, для нас главное, чтобы остальная часть изображения была экспонирована правильно. Мы открываем снимок в программе Lightroom или Photoshop или Camera Raw и включаем предупреждающий маркер у правого края гистограммы, индикатор засветки Highlight Clipping. Как видите, весьма значительная область оказалась пересвечена, но здесь нас спасает ползунок восстановления Recovery, который просто творит чудеса. Перемещаем этот ползунок вправо, и вот смотрите, как здорово он работает. С одной стороны восстанавливается детализация в этих засвеченных зонах, с другой стороны, вся остальная часть снимка остается правильно экспонированной, так что все прочие участки по-прежнему выглядят прилично. Желаю вам от души пофотографировать и насладиться зимней сказкой. А сейчас мы хотели бы познакомить вас с творчеством одного замечательного фотографа, его зовут Тим Теддер. Посмотреть его работы можно на сайте timtedder.com. Тим специализируется на фотосъемке для рекламы спорттоваров, то есть занимается коммерческой фотографией. Но помимо этого у него есть масса отличных художественных работ на тему спорта. Да, очень много ярких работ, интереснейшие приемы постобработки, так что всячески рекомендуем посетить его сайт. А наша сегодняшняя передача подошла к концу. На следующей неделе вас снова ждет встреча со Скоттом Борном. Мы продолжим наш разговор о видеосъемке на зеркальную фотокамеру. А пока мы с вами прощаемся. С вами был Мэтт Класковский, Скотт Келби. Увидимся на следующей неделе. Перевод подготовлен сайтом nikonclub.ru.